Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. И коротко о главных темах. С сегодняшнего дня закрылась навигация для маломерных судов в Якутии. В столице республики продолжаются рейды по соблюдению санитарных правил против коронавируса. В Якутске окончены основные уборочные работы зерновых культур, а также плодово-овощной продукции. В Ленске на базе Центра дополнительного образования СРГ организованы 4-летние курсы для людей в возрасте 60+. Российская фигуристка Камила Валиева победила на международном турнире, побив мировой рекорд Алены Косторной по сумме короткой и произвольной программы. В республике продолжается закрытие навигации. На центральных реках закрытие планируется 16-18 октября. В том числе на реке Лена, в устье река Алдан, Якутск 16 октября. На участке Якутск-Синск 18 октября. На реке Алдан с 4 по 12 октября. В зависимости от природно-климатических условий планируется завершение работы паромных переправ. Вне сроков навигации на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях будут работать суда в сопровождении тяжелых буксиров. С сегодняшнего дня закрылась навигация для маломерных судов Якутии. Приказ регионального Минтранса пока касается только судов подконтрольных инспекций по маломерным судам ГУМЧС России. Если в начале октября навигация для этой категории судов была закрыта по северным рекам, то с сегодняшнего дня сезон закрыли Вилюйская и центральная группа улусов, в том числе Якутск и Жатай. Какие суда не имеют права больше выходить на реку и какие штрафы ждут их владельцев, в материале Ульяны Шагиной. Первый день рейда сотрудников ГИМ сразу выявил нарушителей. 3 мужчин удивились, узнав о закрытии навигации. Но незнание законов не освобождает от ответственности. Данное маломерное судно нарушило условия по району плавания. И на них будет выписано постановление по статье 11.8, часть 1. Штраф от 5 до 10 тысяч. Госинспекция по маломерным судам контролирует некоммерческие катера и лодки вместимостью до 12 человек, владельцами которых, как правило, являются рыбаки, охотники и любители отдыха на лоне природы. Как правило, именно они и становятся частыми нарушителями сроков навигации. Рискованных владельцев маломерных судов не пугают ни лед, ни штрафы, поэтому инспекторы в эти дни уделяют большое внимание именно профилактической работе. Объясняется людям, как они подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь рядом сидящих пассажиров. Инспекторы отмечают, опасно как само ледообразование на реке, так и понижение уровней воды именно в это время года. Зачастую это приводит к повреждениям подводной части судна. С понижением температуры на водоемах территории Республики Саха-Якутия образуется ледообразование. Тем самым опасно движение для маломерных судов. Профилактика ведется вблизи береговой линии с судоводителями. Судоводители вообще готовят свои суда к зимнему отстою, зачищают судно, подготавливают судно к зимнему отстою. Для частных извозчиков осенний сезон пока не закрыт. Желающих перебраться с одного берега на другой стало в разы меньше, но тарифы пока летние – 500 рублей до противоположного берега. Ждут подмерзания реки, чтобы начать эксплуатацию хибусов на воздушных подушках. А у нас рейсы продолжаются, мы будем ходить, когда суда не встанут уже, получается. Это до какого примерно? Когда канал начнет замерзать уже, мы будем уже вставать, переходить на подушки. По предварительным прогнозам Якутского гидромедцентра, устойчивое ледообразование прогнозируется уже после 15 октября. К этому времени паромные переправы по маршруту Якутск-Нижний Бестях также будут входить в сопровождение тяжелых буксиров. А в период интенсивного ледостава их уже будут сопровождать ледоколы. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. В Якутии почти четверть заразившихся новой коронавирусной инфекцией дети. На сегодняшний день в тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Якутии находятся 167 больных новой коронавирусной инфекцией. Из них 33 находятся на искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня во время брифинга оперативного штаба республики сообщила заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина. По словам вице-премьера, наиболее сложная обстановка сохраняется в Мегино-Кангаласском улусе и ряде районов республики, где ежедневно наблюдается прирост заболевших с ковидом, в связи с чем республиканским оперштабом дано поручение районам усилить вакцинацию граждан. Количество детей больных увеличивается уже 23% от общего количества детей. Эти дети.
101 ребенок получают лечение в инфекционных стационарах как города Якутска, так и районах нашей республики. В связи с тем, что по городу Якутску принято решение о очном обучении детей младших классов с 1 по 4 класс, необходимо обратить внимание о тех мерах безопасности, которые должны принимать семьи, в которых мамы, молодые мамы являются беременными, должны принимать те семьи, в которых пожилые граждане присутствуют и также являются членами семьи. Кроме того, обращаем ваше внимание на четкое соблюдение санитарных правил при посещении детьми школы, как школьных, так и, соответственно, непосредственно при переходе ребенка из школы домой. 16 нарушений выявили в ходе рейдов по соблюдению санитарных правил против коронавируса в столице республики за прошедшую неделю. По информации председателя административной комиссии Якутска Феликса Антонова, на прошлой неделе проверили 15 ночных заведений и составили 2 акта о правонарушениях. Мировыми судами всего рассмотрено 275 дел. Из них вынесено 252 предупреждения и назначено 22 штрафа. Кроме того, одно дело прекращено в связи с отсутствием состава нарушения. С 1 декабря этого года в нескольких субъектах России, в том числе и Якутии, начнется пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда медработников. Ожидается, что этот подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом. Размер оклада будут рассчитывать с учетом новых величин. В единый перечень из 16 видов стимулирующих выплат войдут в частности надбавки за работу в сельской местности, работу в выездных бригадах санавиации, наставничество, выявление онкологических заболеваний. Размер стимулирующих выплат будет составлять от 10 до 60% от оклада. Власти Ленского района республики рассматривают возможность введения карантина в образовательных учреждениях из-за распространения инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. На заседании оперштаба подчеркнули, что масочный режим местными жителями не соблюдается, а коронавирус продолжает распространяться. В связи с этим запланировано расширенное заседание с участием предпринимателей Ленска. Так ограничат обслуживание покупателей без защитных средств, а сотрудники полиции и администрации увеличат количество рейдов. Ученые Северо-Восточного федерального университета разработали прототип искусственной печени для пациентов с необратимой печеночной недостаточностью. Новая технология основана на взаимодействии плазмы крови с культивированными клетками печени в сети полунепроницаемых мембран, которая конструктивно повторяет физиологическую схему потоков крови в печени. Образец был представлен на выставке OpenBio. Кроме того, ученые СВФУ рассказали о своих биофармацевтических продуктах Ягель Детокс, матрицах для дермальных эквивалентов и препарате гиалуроновой кислоты для косметологии. На 14 октября с космодрома «Восточный» запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту. Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить оповещение населения, в частности оленеводов, родовых общин, охотников о необходимости передислокации в населенные пункты на период проведения пусков ракеты-носителей в районах падения отделяющих частей космических объектов в целях исключения внештатных ситуаций. Районами падения отделяющихся частей космических объектов определены территории Алданского и Кобяйского районов. В Якутии планируют развить сеть газовых автозаправочных станций, а тем, кто будет переходить на газомоторное топливо, возмещать часть потраченных средств за установку газового оборудования. Более подробно в материале Дмитрия Тымырова. Вопросы развития газовой отрасли в регионе было в приоритете всегда. Якутск стал вторым субъектом в стране после Москвы, когда общественный транспорт начали переводить на газомоторное топливо. Была такая программа газомоторная еще вот с 2009 года по переходу на газомоторное топливо, именно на метан. Вот, и в связи с чем мэрия города решила приобрести, сначала вот попробовать, а потом, так как хорошо показала себя эта программа, и дальше внедрять ее. И вот тогда были закуплены первые автобусы на газу, далее уже в 2013-м. По словам специалистов МУП «Япак», выгода применения газомоторного топлива существенная. Вот на примере наших автобусов, если брать чисто на разнице в стоимости топлива, то в год это экономия где-то около 1 000 000 рублей на один автобус.
И на сегодня сколько у вас автотранспорт работает в МОПе-Паке на газу? На данный момент у нас 27 газовых автобусов. Вот. Надеемся, в следующем году нам должны прийти еще 40 новых автобусов, и тогда у нас 100% предприятия будут работать именно на газомоторном топливе. Действительно, в следующем году городские власти в рамках празднования столетия Якутской ССР запланировали закупить для нужд города 100 новых автобусов, которые будут ездить на газовом топливе. При этом данное обновление будет производиться посредством реализации лизинговых механизмов, где Министерство транспорта предоставляет субсидию на обеспечение первоначального лизингового взноса, а остальные же платежи будут производиться за счет муниципального бюджета, а также средств частных перевозчиков, членов некоммерческой организации «Союз Авто». Вместе с тем городские власти намерены развить и междугороднее автобусное сообщение. Ввиду того, что мероприятие по чествованию столетия носит общереспубликанский масштаб, Министерством транспорта запланировано введение новых межмуниципальных маршрутов, которые в ближайшем будущем планируется ввести в ряд ближайших муниципальных образований и в перспективе до города Нерюнгри. При этом на сегодняшний день ведется проработка вопроса, кто будет выступать оператором данных перевозок. Что касается расширения сети газовых автозаправочных станций, то тут власти региона до 2030 года хотят увеличить их количество до более чем 40 станций. Так, в рамках участия на Петербургском международном газовом форуме глава Якутии Айсен Николаев предложил регионам Дальнего Востока и Сибири развивать газовую отрасль, чтобы получить поддержку Министерства энергетики Российской Федерации, благодаря которому будут субсидироваться проекты по развитию газомоторного топлива. Ведется работа с Министерством энергетики Российской Федерации, чтобы нас включили в программу развития энергетики и тем самым получили тоже дополнительное субсидирование на перевод газобаллонного оборудования автотранспортных средств. Тогда у нас, если мы попадем, нас включат данную программу федеральную, тогда житель, который будет переводить свое автотранспортное средство на газобаллонное оборудование, до 60% возмещения понесенных затрат. Напомним, сегодня в Якутии действует производство сжиженного природного газа мощностью 12 тысяч тонн, а в ближайшие годы планируется увеличить эти объемы до 30-40 тысяч тонн. В среднесрочной перспективе строительство среднетоннажного производства и увеличение объемов потребления СПГ среди населения до 100 тысяч тонн. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Айсен Николаев провел пленарное совещание с руководством правительства и администрации главы правительства республики. Он напомнил о том, что правительство России утвердило 42 стратегические инициативы социально-экономического развития до 2030 года. Проекты направлены на повышение качества жизни людей и модернизацию экономики. Айсен Николаев призвал Кабинет министров ускорить реализацию госпрограмм республики, обеспечить ежедневный контроль по освоению федеральных лимитов. Другой важный вопрос – ситуация с распространением COVID-19. Ильдархан указал на необходимость активных скоординированных действий со стороны правительства республики по поддержке системы здравоохранения, принятия своевременных действий. Межрегиональный форум «Внедрение и реализация комплексного энергосбережения на территории Якутии» пройдет в дистанционном режиме 12 октября. В мероприятии участие примут федеральные и региональные эксперты, исполнительные органы госвласти Якутии и других регионов России, органы местного самоуправления, региональные центры ресурсосбережения, ресурсоснабжающие организации и энергосервисные компании. Основная задача форума – представить опыт республики в реализации энергосберегающих проектов. Прямая трансляция форума будет доступна в YouTube. Начало трансляции с 10 утра по якутскому времени. Алроса подвела предварительные итоги продаж алмазного сырья и бриллиантов за сентябрь. Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании в сентябре составил 298 миллионов долларов, в том числе алмазного сырья 289 миллионов и бриллиантов 9 миллионов долларов. По словам замгенерального директора компании Евгения Агуреева, конечный спрос на ювелирную продукцию находится на рекордных уровнях. Так, в США и Китае отмечаются двузначные темпы роста относительно 2019 года. Также активизируется и европейский рынок ювелирных украшений. Окончены основные уборочные работы зерновых культур, а также плодово-овощной продукции на территории городского округа город Якутск. О результатах сбора узнавала Марфирина Алексеева.
Несмотря на засушливое лето, общие показатели урожайности в столице республики довольно неплохие. Основная посадка овощей производится на минерализованных землях, где имеется дополнительная поливка растений и широко применяется капельное орошение. В выполнении плана прогнозируем по картофелю 98-99%, по овощам где-то 95-97%. Вся продукция по овощам открытого грунта в основном реализована. Хозяйства наши сдают МУП Горснаб, некоторые сдали в Туймада Горснаб, некоторые отправляют даже на север. По картофелю где-то у нас на хранении нынче лежит где-то 5000 тонн. Город Якутск занимает первое место по площадям посева овощей открытого грунта. Это капуста, свекла и морковь. По данным на сегодня собрано около 5500 тонн плодово-овощной продукции, что составило 95% от предварительного плана. Сбор еще продолжается. Ежегодно объемы урожая повышаются. Город нуждается в дополнительном хранении. Сохранение урожая зависит в том числе и влияет на ценообразование в зимний и весенний период, когда привозные овощи начинают в цене возрастать. Наличие овощехранилищ способствовало бы удержанию этих цен. Это конечный потребитель и гражданин. В этом году своими силами соорудил картофелехранилище в Старой Табаге фермер Анатолий Соколов. Посадку картофеля сортов Розарра и Рока он производит на 25 гектарах земли. В этом году с 1 гектара было собрано 8 центнеров продукции. На этом месте раньше жили мои родители. Дом, в общем говоря, я вместе с участком передал на безвозмездное пользование в СХПК МТС Табагинский. И на этом месте вот мы к дому пристроили вот такой вот небольшой склад. Ну, в плане увеличения у нас есть еще, то есть будем в дальнейшем строиться. У нас не хватало овощехранилища вот в Табаге. У нас сам МТС Табагинский своими силами, слава богу, овощехранилище построил. Но мы постараемся затраты его компенсировать. У нас не хватает овощехранилищ в Тулагинском кандидатском наследии. На будущий год мы планируем построить овощехранилище объемом 300 тонн. Если проект по строительству новых овощехранилищ будет одобрен депутатами городской думы, то к 2024 году в эксплуатацию будет введено 2 хранилища мощностью в 600 тонн. На сегодняшний день полностью завершена заготовка сена. Собрано около 11 тонн корма, что составляет 100,3% плана. Несмотря на хорошие результаты, за пределами республики будет дополнительно закуплено около 500 тонн сена. Марферина Алексеева, Григорий Григорьев, Якутск. Правительством республики принято решение о повышении заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. Под это решение подпадают воспитатели, педагоги учреждений дополнительного образования и учреждений детей-сирот, научные сотрудники, преподаватели высшего профессионального образования, работники культуры и социальные работники. В связи с этим будет произведен перерасчет заработной платы с начала текущего года. Их зарплата будет увеличена с 3 до 16% в зависимости от категории работников. Работу управления образования администрации столицы под личный контроль взял глава Якутска Евгений Григорьев. Сегодня действует телефон горячей линии, куда можно обращаться родителям с жалобами на организацию дистанционного обучения. Евгений Григорьев сообщил в Инстаграм, что посмотрел дистанционный урок по математике в 6 классе школы номер 12 в селе Пригородном, чтобы понять существующий уровень организации онлайн-обучения. При этом он подчеркнул, что дистанционка – это вынужденная мера в условиях напряженной эпидобстановки. Осваивают современные компьютерные технологии совершенно бесплатно в Ленске. Здесь на базе Центра дополнительного образования «Сергей» организованы 4-летние курсы для людей в возрасте 60+. Желающие пройти такое нужное сегодня обучение работе на компьютерной технике появились сразу, как только запустили рекламу. С ними встретилась Анна Кожевникова. Обучают компьютерной грамотности взрослое население. В Центре дополнительного образования СРГ появилось новое направление. Люди в возрасте 60+ могут научиться работать на компьютерах, а также с другими современными гаджетами. В течение обучения будет освоен портал госуслуги и различные мобильные приложения, необходимые сегодня для жизни.
Пока же ученики компьютерного класса знакомятся с элементарными навыками, как включить и выключить ноутбук, создать папку на рабочем столе. Чтобы у нас файлы все разбросаны по рабочему столу не были, чтобы у нас каши, мусора не появилось лишнего на рабочем столе, мы делаем отдельную папку. Преподаватель Михаил Бродников доступно и лаконично доносит до каждого учебный материал. За 4 месяца ученики должны полностью освоить работу на компьютере, пока все успешно справляются. Они очень сильно радуются каждому нашему занятию, приходят буквально с восторженным настроением, уходят еще с лучшим настроением. И каждое занятие для них как будто новый шаг в будущее. Человек, уже будучи грамотным, уже проживший, набравший опыта жизненного, человеку все равно немножко сложнее принимать что-то новое. Группа набралась 15 человек, довольно быстро посещают без пропусков и с удовольствием занимаются 2 раза в неделю по 2 часа. Хочу идти в ногу со временем, хочу оставаться более молодой, то есть не допускать себе старость. Сейчас все практически связано с компьютером, и это огромная помощь именно и для себя, и для работы. Учащиеся отмечают, что за долгие годы впервые появилась такая возможность получить навыки работы с компьютером. Ранее в Ленске подобных курсов не было. В таком возрасте учиться всегда интересно, нравится занятия наши. Большое, конечно, хочу сказать спасибо. И вообще все мы хотим сказать спасибо Барбашовой Анне Сергеевне, которая открыла вот эту группу. Это у нас... Сколько лет живу, это впервые у нас открылся такой класс. При этом обучение производится на бесплатной основе, как и все занятия Центра доп. Образования СРГ для детей и взрослых. И это не может не радовать. Ведь сегодня, как правило, за каждое образование человеку приходится платить. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В детском саду «Энергетик» в Нерингре появился новый интерактивный стол. Спонсорскую помощь в приобретении оказал нерингринский филиал компании «Газпром Трансгаз Томск». В минувшую пятницу состоялась официальная передача оборудования. В этом году в детском саду началась реализация проекта по социализации и ранней профориентации детей дошкольного возраста «Хочу все знать профи». Когда начиналась эта работа, коллеги из Москвы, которые занимаются созданием мастерских профессий, подсказали обратиться с письмами в организации и попросить помощи в приобретении технической базы. Руководство компании «Газпром Трансгаз Томск» откликнулось на просьбу, и было принято решение в первую очередь купить сенсорный стол. Заказали это оборудование в городе Королев Московской области, нашли специальное оборудование, которое подходило под деятельность дошкольного образовательного учреждения, чтобы все было в соответствии с требованиями Рособорнадзора, Роспотребнадзора, и чтобы детям было удобно работать с ним. Вот сегодня этот сенсорный стол находится в детском саду, и он является хорошим дополнением для реализации нашего проекта «Хочу все знать профи». Особенностью этого оборудования является пакет из 313 обучающих и развивающих игр для детей в возрасте от 3 до 7 лет для развития интеллекта, речи, тактильной чувствительности. Одновременно за этим столом может работать группа детей из 4-5 человек и педагога. Стол реагирует одновременно на 20 касаний по его поверхности. Интерактивный стол может использоваться как обычными воспитателями в своей работе, так может использоваться и узкими специалистами, дефектологом, логопедом, психологом в своей работе с детьми, как с обычными детьми, так и с детьми с особыми образовательными потребностями. Мы его только начинаем опробовать. Сейчас проводим консультирование воспитателей. В этом году социальный проект «Хочу все знать профи», реализуемый в детском саду «Энергетик», стал кандидатом на республиканскую инновационную площадку. А новое оборудование станет прекрасным дополнением к образовательной части проекта. Екатерина Павлова, Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерингри. Встречу со спортсменами сборной России по биатлону провел председатель правительства республики Андрей Тарасенко. Группа прибыла на тренировки в Алдан, где будет готовиться к Кубку мира с 12 октября по 3 ноября. Биатлонисты помимо тренировок проведут совместные контрольные старты с юношеской сборной республики.
Тарасенко в ходе встречи отметил, что спортсмены – настоящий пример для молодежи. Юниоры имеют возможность учиться у титулованных биатлонистов страны, и со своей стороны глава республиканского правительства отметил, что окажет всестороннюю поддержку, чтобы сборы прошли хорошо. Напомним, сборная России по биатлону готовится к первому этапу Кубка мира, который пройдет в конце ноября в Швеции. Но главной задачей ставят тренировку перед Олимпийскими играми. Российская фигуристка Камила Валиева победила на международном турнире, побив мировой рекорд Алены Косторной по сумме короткой и произвольной программ. Она набрала 249,24 балла. Предыдущий рекорд Алена Косторная установила в финале серии Гран-при в 2019 году – 247,59 балла. Камила Валиева также побила мировой рекорд в произвольной программе. 15-летняя Камила Валиева является чемпионкой мира среди юниорок. Этот сезон для нее первый на взрослом уровне. Она тренируется в группе Этери Тутберидзе. В 2024 году международные спортивные игры «Дети Азии» могут вернуться на историческую родину. Заявку Якутска рассмотрят в ноябре. Однако президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку и проведение 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке в 2022 году. Напомним, международные спортивные игры «Дети Азии» учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. Это единственный проект в России, находящийся под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. Ветреную погоду прогнозируют синоптики в 6 районах республики. Местами порывистый ветер до 15-17 метров в секунду ожидается в Хангаласском, Горном, Ленском, Алекминском, Сунтарском и Мирнинском районах, сообщает Гидрометцентр. В Якутске небольшой снег, ветер западный до 8 метров в секунду, днем порывы 8-13 метров. Температура воздуха ночью -2, -4, днем -1, +1. Такими наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и удачного дня.